коллеги, мы рады вас приветствовать на вебинаре для классных руководителей. Сегодня мы с вами поговорим про форму наставничества, вообще про такое явление, как наставничество. И для начала напомню вам, что в этом году в Республике Коми впервые был проведен конкурс лучших практик наставничества обучающихся «Лучший наставник». Были представлены достаточно большой спектр работ обучающихся по разным формам, и одну из них сегодня нам осветит победитель формы наставничества ученик-ученик, обучающийся физико-математического лицея-интерната Денис Рубцов. Собственно, коллеги, можно сказать, даже битва за первое место была колоссальная, действительно работ было представлено много. Работа Дениса поразила тем, что действительно его, несмотря на то, что 1,5 года лишь был на тот момент стаж наставничества, но при этом результаты работы у Дениса были уже колоссальные. Поэтому мы сегодня пригласили Дениса для того, чтобы он осветил точку зрения наставничества, эту форму наставничества, как раз-таки видение ребенка, какие возникают сложности при реализации данной формы и может быть, какие-то тонкости, советы. Денис, тебе слово. Здравствуйте, дорогие классные руководители образовательных организаций Республики Коми. Для начала я расскажу вообще, что из себя представляет эта форма наставничества. Эта форма наставничества предполагает взаимодействие обучающихся одной организации, где один из обучающихся находится на более высокой ступени образования, обладает лидерскими организаторскими качествами, позволяющие ему оказать весомое влияние на наставляемых. Наставляемые – это его ученики. Среди основных задач такого взаимодействия я бы выделил помощь в реализации лидерского потенциала, улучшение образовательных, творческих, спортивных результатов. Тут это скорее для наставляемого, хотя и наставник благодаря такому взаимодействию может улучшить свои образовательные результаты. Почему? Потому что когда наставник, например, может объяснять какую-то тему своим ученикам, он сам лучше разберется в этой теме. Также среди задач такого взаимодействия я бы выделил создание комфортных условий и коммуникации внутри образовательной организации и создание и формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускников. Про последние два пункта я сейчас поподробнее расскажу. На таком примере, довольно примитивном. Предположим, в вашем классе 4 человека собираются идти на химико-биологическое направление. Например, они собираются стать врачами, медсестрами, ветеринарами. И один из этих 4 лучше знает и химию, и биологию, у него лучше получается. В этом случае он может помочь остальным 3. И что из этого может... Причем, как он может помочь? Он может порекомендовать какие-то, например, интернет-порталы, на которых он занимается дополнительно. Он может рассказать о том, как он организует свое время. Конечно, он может и рассказать какие-то темы своим одноклассникам. То есть, в принципе, даже учитель может ему выделить время. Например, на практикуме он может рассказать своим одноклассникам тему, которая ему нравится, с которой он хочет поделиться. И в итоге может так получиться, что все 4 человека хорошо сдадут ЕГЭ, поступят в хорошие медицинские вузы, и тем самым все 4 будут благодарнее выпускниками своей школы, потому что они поступили в высшее учебное заведение, выбрали социально значимую профессию. Мало того, что они будут благодарными выпускниками, а это очень важно, об этом я тоже расскажу, так они еще и станут друзьями, товарищами, приятелями. То есть действительно будут возникать новые дружеские пары, что, конечно, очень важно. Следующий вопрос, который, у меня тут план, моего выступления на слайде.
Следующий вопрос, который должен у вас возникнуть, а кто наставник? Наставник – это активный обучающийся старшей ступени, хотя, в общем-то, наставником может быть, конечно, и 5-6-классник, хорошо, если 7-8-классник, ну а всего лучше, если это ну, совсем взрослый уже ученик, то есть 9-11 класс. Вот это обучающийся, который обладает организаторскими и лидерскими качествами, обладает нетривиальностью мышления, демонстрирует очень высокие образовательные результаты. Он может быть победителем каких-то олимпиад, соревнований, лидер класса, школы. И вот то, что очень возможно в большинстве классов Республики Коми, это то, что наставником является участник всероссийских детско-юношеских объединений и организаций. Тут я имею в виду российское движение школьников, которое очень распространено в Коми, и, например, юнармия. Но это особенно, наверное, касается кадетских классов, хотя, в общем, не обязательно. Вот как, например, может быть с российским движением школьников? В российском движении школьников есть своя иерархия, то есть там, можно сказать, есть карьерный рост у участников данного движения. То есть в Республике Коми есть лидер РДШ, солидер РДШ. И, предположим, лидер РДШ, ну вот он учится в каком-то классе, и в его классе есть еще участники данного движения. И этот лидер, он может помочь остальным участникам российского движения школьников, может что-то предложить, поучаствовать в каких-то мероприятиях, конкурсах, и тем самым остальные его одноклассники или ученики его школы могут также вырасти и стать также лидерами, солидерами данного движения в Республике Коми. Это действительно очень такое интересное направление. Очень-очень оно сильно распространено в нашей республике. Следующее, что ну, как бы должно, какой должен возникнуть вопрос, а кто наставляемый или наставляемые? Первый вариант, он мне не очень нравится, это пассивный наставляемый. Это тот, который демонстрирует неудовлетворительные образовательные результаты, у которого есть проблемы с поведением. Почему мне не нравится этот вариант? Потому что, наверное, это очень сложно. Потому что тут наставник, который сам еще является школьником, должен заниматься не только какой-то педагогической деятельностью, но еще и психологической деятельностью. Ну, а это очень тонкая вещь, которую, наверное, лучше доверить профессионалам. А второй вариант, он мне нравится, и это как раз-таки про моих наставляемых. Это активные наставляемые, то есть обучающиеся с особыми образовательными потребностями, увлеченные каким-то определенным предметом и нуждающиеся в профессиональной поддержке. Вот тут как раз я расскажу про себя, про то, как удалось мне организовать наставничество в моем лицее. Я участник многих олимпиад по физике и математике, в том числе я призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Я 4 был в образовательном центре «Сириус» в Сочи на 4 образовательных программах, поэтому, причем каждая образовательная программа в «Сириусе» – это месяц полного погружения в предмет, который тебе нравится, и, конечно, мне всегда было и есть чем поделиться со своими одноклассниками и с более младшими школьниками. Вот я сейчас в 10 классе, и вот особенно много моих наставляемых в 9 классе. Причем на одной из образовательных программ в центре «Сириус» я занимался составлением сборника олимпиадных задач по физике. И тут я приобрел еще и опыт методической деятельности, методической работы по составлению учебного пособия. Поэтому вот приобретя такой багаж знаний, приобрести такой багаж знаний мне, конечно, помог и физмат-лицей в большинстве своем, и очень большой багаж мне дал образовательный центр «Сириус». Что я делал, что являлось содержанием моей наставнической деятельности? Конечно, я
мог дать какие-то советы более младшим школьникам и своим одноклассникам, потому что я являюсь более опытным участником олимпиад. Я проводил семинары и лекции на какие-то темы по олимпиадной физике. И еще такую интересную работу я делал. Я создавал комплекты задач, олимпиадных задач. То есть я составлял комплекты олимпиад. Для чего я это делал? Делал я это регулярно, примерно раз в полгода. Для того, чтобы как раз-таки увеличить соревновательный эффект, дополнительно вселить мотивацию в своих наставляемых, потому что, безусловно, азарт, он подогревает мотивацию. То есть я создавал комплекты олимпиад, комплекты задач для олимпиад. Мы проводили их в лицее, в классах. Это было очень интересно. И также я, например, проводил отбор на Международную олимпиаду по экспериментальной физике. Она проходит уже несколько лет, уже 7 лет она проходит. Последние 3 года проходила в Беларуси, и ежегодно команда физико-математического лицея туда ездит. Я проводил отбор на эту олимпиаду, потому что сборная физмат-лицея очень ограниченная, там 6 человек всего. И, в общем-то, отбор прошел довольно успешно, потому что сборная команда физмат-лицея заняла 3-е место в общекомандном зачете. Кто мои наставляемые? Например, я назову 3, те, которые добились самых больших успехов. Это Степанов Никита, он ученик 9 класса физмат-лицея. Он многократный призер Всероссийской олимпиады школьников по физике, региональный этап, победитель Олимпиады Максвелла в Сочи, Сириус, золотой и серебряный медалист Международной олимпиады по экспериментальной физике. Сережа Иванько, он дважды золотой медалист Международной олимпиады по экспериментальной физике, дважды победитель Всероссийской олимпиады школьников, региональный этап по физике. Попов Лев, это мой одноклассник. Он бронзовый медалист Международной олимпиады по экспериментальной физике и уже 4-жды призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. То есть действительно очень-очень серьезные результаты. Конечно, тут я хочу сказать, что безусловно вот этот успех, он обусловлен далеко не только моей работой с ними. Тут все-таки большая часть работы – это работа учителя физики нашего лицея Елены Альбертовны Антоновой, которая недавно получила почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Безусловно, это такой очень-очень хороший педагог, у которого все ученики которой достигают очень серьезных результатов. То есть тут я еще хочу сказать, что в случае наставничества, скажем так, предметного, когда наставник помогает улучшить образовательные результаты по какому-то предмету, тут наставник не заменяет учителя. Наставник, он лишь дополняет учителя, потому что тут очень важна мотивационная составляющая данной работы. Потому что, конечно, школьникам больше всего вселяет мотивацию успех их сверстников. Потому что, конечно, тоже какая-то мотивация присутствует, и когда мы видим примеры успешных людей взрослых, но все-таки они жили в другое время, и школьникам кажется, что сейчас все по-другому, и как-то, кумиром все-таки являются сверстники. Вот что я делал. И что можете дать вы детям, которые могут создать наставническую пару?
То есть вы как классный руководитель, но не обязательно как классный руководитель. То есть мне в моей наставнической деятельности помогла Елена Альбертовна. Она не мой классный руководитель, она просто мой учитель физики. Вот что вы можете сделать? Первое, подтолкнуть на создание наставнической пары. Потому что, в принципе, у многих, в принципе, вы просто должны предложить хотя бы. Потому что может, они хотят заниматься этим, потому что это интересный опыт, это дополнительное общение, это новые друзья. Вот в том числе мой наставляемый, про которого я уже говорил, Сергей Ванько, вот сейчас он начал уже сам заниматься наставнической деятельностью в качестве наставника. И на это тоже подтолкнула его Елена Альбертовна. То есть тут важно предложить, поддержать, конечно, это очень важно. Следующий момент – это такой организационный момент. Нужно, конечно, предоставить место, время для работы наставнической пары или наставнических пар. Если это касается, например, российского движения школьников, юнармии, то есть такого не совсем общеобразовательного контента, то это могут быть классные часы. То есть вы можете выделять классные часы, и те, которые заинтересованы в данной совместной работе, могут что-то обсуждать, что-то делать на классных часах. Если это касается, вот в моем случае, предметного наставничества, то, конечно, тут хорошо бы давать практикумы. Еще можно давать детям время во время внеурочной деятельности. Это опять же классные часы, другие какие-то мероприятия. И еще где может начаться наставническая работа. Например, в поездках. Вот то, куда мы ездим, о чем я уже говорил, на Международную олимпиаду по экспериментальной физике, восьмиклассники, они туда приезжают впервые. И понятно, что на самой олимпиаде я им помочь не могу, это запрещено, и мы там в разных местах сидим. А вот потом, когда уже проверены работы олимпиады и уже есть предварительные результаты, следующий этап – это апелляция. И вот на апелляции более старшие школьники могут помочь младшим школьникам. И вот так может начаться наставническая деятельность. Еще можно заниматься летом. Вот, например, прошлым летом я занимался с нынешними девятиклассниками. Мы занимались целую неделю, то есть это, скажем так, была моя воля, потому что, скажем так, я, во-первых, помог им подтянуть какие-то темы и сам лучше понял какие-то аспекты олимпиадной физики. Где еще может начаться наставничество? В республике каждый год проходит интеллектуальный марафон. Он, правда, для 11 классов, но, в принципе, туда могут прийти и десятиклассники. Это мероприятие проходит на базе физмат-лицея уже 20 с лишним лет. И там тоже 11-классники могут помочь десятиклассникам, а на следующий год десятиклассники уже в качестве 11-классников будут помогать следующему поколению детей. И так можно успешно выступать на интеллектуальном марафоне. Проходят еще другие у нас межрегиональные мероприятия. Например, межрегиональный химический турнир, который тоже обычно проходит на базе физмат-лицея. Тоже там это ежегодное мероприятие. Туда собирается целая команда, и в команде тоже может возникнуть наставничество. Следующее, то, что хорошо, если бы вы сделали, это замотивируйте и поощряйте. Конечно, тут сложный вопрос материальный, то есть понятно, что все хотят пряников каких-то, материальная поддержка, она тоже имеет место быть, если у школы есть какие-то спонсоры. Но здесь, конечно, больше должна быть нематериальная мотивация для наставников. То есть вам нужно сделать так, чтобы наставничество было почетно, чтобы наставник получил общественное признание, хотя бы в своем классе или в образовательной организации.
ну, предложите поучаствовать в конкурсе «Лучший наставник 2021», который, я уверен, что будет. Тут еще один пример. В лицее, помимо того, что вот в моем случае предметное наставничество, еще наставничество возникает в случае вожатства. То есть уже на протяжении многих лет в лицее проходят два выездных мероприятия. Это физматика, которая проходит всегда в начале сентября. Это такое психолого-адаптационное мероприятие. Оно проходит, как правило, в Гренаде. Выезжают туда весь лицей, и в том числе учителя, и новички знакомятся друг с другом первую неделю. То есть не так, чтобы с места в карьер сразу учиться в таком... А учиться в физмат-лицее тяжело. Те, которые старички, ну это я так образно говорю, то есть те, которые уже несколько лет учатся в лицее, они знакомятся с ребятами из других классов, да, то есть возникает такое, возникают новые дружеские связи. И весь коллектив лицея делится на отряды. И в каждом отряде есть вожатые. И вожатые – это одиннадцатиклассники. Одиннадцатиклассники в качестве вожатых работают очень хорошо. И как бы ребятам из отряда это очень нравится. И поэтому, когда ребята из отряда вырастают в одиннадцатиклассников, они с удовольствием становятся вожатыми. Получается такой замкнутый круг. У нас в лицее возник, в общем-то, такой культ вожатства. Это у нас очень почетно, это очень интересно, потому что действительно происходит такая увлекательная работа в коллективе, знакомство с ребятами из всех классов. Что в итоге получается из всей этой деятельности? То, что наставляемый под руководством наставника становится тоже успешным, успешнее. То есть он удовлетворяет свои образовательные потребности и становится благодарным выпускником. Благодарный выпускник – это тот, кто ощущает эмоциональную связь со школой, чувствует признательность и может поддерживать личными ресурсами. Он может там тоже организовывать встречи с учениками данной школы, он может инициировать, создать и развить эндаумент. Что это такое, я сейчас расскажу. И вот тем самым каждый, из-за того, что появляется много благодарных выпускников, появляется сообщество благодарных выпускников, которое может создать в том числе эндаумент. Эндаумент – это фонд целевого капитала. Это такой независимый источник общественного финансирования, который объединяет все школьные поколения. Это как вклад в банке. То есть у школы появляется вклад, на котором лежат какие-то деньги, и ежегодно, деньги приносят доход. Формируется эндаумент исключительно из добровольных пожертвований, и в основном добровольные пожертвования от выпускников, от благодарных выпускников. Безусловно, лишняя материальная помощь школе совершенно не помешает, то есть эти деньги могут быть потрачены исключительно на развитие школы, например, на поездки на те же самые олимпиады, на повышение квалификации учителей, на улучшение материально-технической базы школы. Причем примеры создания эндаумента даже в республике уже есть. Ну и в России тем более. Эндаумент создан в нашем лицее, он насчитывает 3 миллиона 200 тысяч рублей. Он был собран со мной и Львом Поповым. То есть мы были как инициативная группа от учеников, конечно, при колоссальной поддержке Валерия Петровича Маркова, сенатора Совета Федерации от Республики Коми, одного из основателей нашего лицея. Он был создан недавно, в марте-апреле 2020 года. То есть, смотрите, как это получается. Ученики создали эндаумент при поддержке всего остального сообщества лицея, то есть и учителя, конечно, поддерживали, и администрация, и основатели лицея.
и благодаря, в том числе, благодарным выпускникам. То есть вот такая наставническая деятельность глобально, она может повлиять на формирование всего устойчивого школьного сообщества. Причем это совершенно реально. То есть есть примеры школ в России, обычных школ, не профильных, там ничего, которые создали свой эндаумент и которые, безусловно, благодаря этому еще больше развиваются. Вот, кстати, сейчас на слайде вы видите, это вот скриншоты сайта, от сайта эндаументов. Вот есть такой фонд Legacy, который занимается именно ведением школьных и не только школьных образовательных, я бы сказал, эндаументов. Какой еще пример, когда все сообщество лицея, школы может объединиться в решении общих вопросов. А какие-то глобальные серьезные вопросы, конечно, нужно решать всем сообществом школы. Сообщество, значит, родители нашего лицея уже ежегодно, даже каждое полугодие, при поддержке администрации и учителей лицея создают летние и зимние образовательные программы, на которых в том числе выпускники лицея или ученики старшей ступени ведут занятия по олимпиадной физике и математике для учеников лицея. То есть, представляете, все сообщество лицея объединяется вокруг такого интересного мероприятия. Вот то, что я хотел сказать, то, что наставничество действительно очень интересное, нужное, возрождающееся направление. Есть много путей, как сделать так, чтобы появились в вашем классе или в вашей школе наставнические пары. Вы, конечно, должны этому поспособствовать. Вот это то, что я хотел сказать. Спасибо. До свидания. Всего доброго.